1, 2, 3 һәм без башлыйбыз. Хәерле кич барыгызга да. Бу тагын мин Диләрә һәм мин сезне бик күрүебезгә. Ага, немножко запуталась. Так, һәм мин сезне күрүемә бик шатмын. Без калганнарны карыйк. Регина, сәлам дуслар. Что я сегодня переволновалась. Давно не виделись, күптән күрешкән юк, видимо, шуңа әзрәк дулкынландырам. Немножко меня вот так вот, как говорят русские, колошмать. Калганнар кая? Барыгызга да сәламләр, хәлләрегез ничек, яллар ничек узды? Барыгызны да күрергә шатмын. Язгы хәлләрегез ничек? Нишләдегез ялларда? Ялларыгыз ничек үтте? Барысын да ипләп миңа языгыз. Исәнмесез? Так, кәефләрегез ничек? Минеке күтәренке бүген. Так, әйдәгез калганнарны көтик. Ага, Регина, Марат, Ильяс. Бик актив укучыларым минем. Барлык биремнәрдә дә бик актив катнашучы укучыларым. Мактап китим әле. Дайте я вас немножечко похвалю. Это мои самые активные ученики, которые участвуют во всех заданиях, все активно отвечают. Меня очень радует. Хәлләрегез ничек? Дестан 2 минут барыгызда көтәбез дә калганнарны. Аннан башлап җибәрәбез. Хәлләрегез ничек? Сез укырга әзерме? Әллә сез әле һаман бәйрәм итәсезме? Вы готовы учиться или еще вы до сих пор празднуете первомайские? Я, например, только один день отдыхала. Бер көн генә җавап иттем. Кичә. Барыгызны да, минеке дә бик яхшы, Аллага шөкер. Һәм мин сезне барыгызны да Рамадан ае башлануы белән тәбрик итәсем килә. Хочу вас всех поздравить с началом месяца священного Рамадан. Хочу, чтобы этот месяц прошел хорошо, спокойно, чтобы у нас появилась душевная гармония. Ураза, то есть тотучыларның бөтен уразалары кабул булсын. Кто собирается держать пост, пускай у них будет воспринят этот пост. Ярар алайса, озакка сузмыйк, башлап җибәрик. Давайте не будем затягиваться и начнем. Мине барыгыз да ишетә, барыгыз да экранны күрә, әйеме? Всех связь хорошая, меня все видно, слышно, да? Бүгенге дәресне мин «И туган тел» дигән шигырьнең икенче куплетыннан башласым килә. Без үткән дәрестә беренче куплетын карап киткәнник, өйрәнеп киткәнник, аны инде барыбыз да белә. Әмма дә ләкин ул «И туган тел» дигән шигырьнең күбрәк беренче куплетын гына беләләр кешеләр. Мы на прошлом уроке, мы с вами уже прошли первый куплет этого прекрасного произведения, но дело в том, что да, это произведение очень популярное, известное, но почему-то его знают только по первому куплету. Я считаю, что это в корне несправедливо, поэтому я хочу, чтобы хотя бы на слуху у вас был и второй куплет, и третий куплет. И туган тел, и матур тел, әткәм-әткәмнең теле. Дөньяда күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы. Иң элек бу тел белән әнкәм бишектә көйләгән, аннары төннәр буе әпкәм хикәят сөйләгән. Так, это же первый куплет. Извините, пожалуйста, я эту презентацию открыла. Так.
есть я не просто летаю. Извините, пожалуйста. Так. О, как хорош родной язык, отца и матери язык. Я в мире множество вещей через тебя навек постиг. Сперва на этом языке, качая язык, купила мать, а после бабушка меня старалась сказкой унять. Так, вспомнили, да? Подождите, что-то я не поняла. Почему у меня та презентация открывается? Проверяла же все. Простите, пожалуйста. Так. О, боже. Я, я дико-дико извиняюсь. Я же сохраняла. Почему у меня сохранилась именно эта презентация? Вот. Я не знаю, почему у меня это сохранилось. Так. Все, начинаем заново. И туган тел, һәр вакытта ярдәмең берлән синең кечкенәдән аңлашылган шатлыгым, кайгым минем. И туган тел, синдә булган иң элек кылган догам, ярлыкагыл дип үзем һәм әткәм-әнкәмне ходам. Родной язык, ты мне помог понять и радость малых лет, и боль души, когда в глазах темнеет, меркнет ясный свет. Ты мне родной язык, и речь молитву первую помог. Прости меня, отца и мать, великодушен будь мой Бог. Ребят, извините, пожалуйста, что у меня такая немножко сумбурность получилась. А теперь честно признайтесь, кто знал второй куплет, кроме первого? Вот кто знал второй куплет? Кто первый раз слышит этот куплет? Вот такая вот я немножко летяшка. Видимо, то, что нехватка отдыха на мне сказывается. Знали, да, Марат? Эйбет, бекёхши. Танком білді. Первый раз слышу, да? Ну вот, я же говорю, первый куплет все знают, а второй, третий мало кто знает. А у него очень глубокий смысл этого произведения. Поэтому, мне кажется, это нужно знать. Вот. Бұл жер жырладым концертта. Ага, здорово. Өзіңіз жырладыңыз ма? Сами пели, Марат, да? Ярар, алға таба кеттік. Сіз что, аясыз, мен қарап тұрам, вы пишите, я дальше продолжу. Так, теперь попробуйте, переведите, а затем преобразуйте в отрицательную форму. То есть у нас каждый урок будет начинаться с практики. Переведите и сразу преобразуйте. Хор белән. Бу бик яхшы. Исәнмесез, Альбина. Так, теперь давайте переведите, затем преобразуйте в отрицательную форму. Можете сразу перевести в отрицательную форму. Ну, то есть написать сразу отрицательно. Ну, например, да, Аша, Шама, вот Регина уже подключилась. Остальные тоже давайте подключайтесь. Просыпаемся. Все, наверное, хорошо отдохнули. Это я только не отдыхала. Так, Ошама Тугыль, Ильяс, Ошама это... Оша это нравится. Ну, сделай так, что понравься, что ли. Ну, нет такого слова в русском языке. Понравится. Ну, сделай так, чтобы ты понравился. Ша. А именно аша, буковка А, это ешь. Видите, значение совершенно меняется. Так, да, ешь, аша, ашама. Пей, эч, мэ. Хорошо, все верно. Иди, барма, это будет отрицательно, не ходи, да. Подойди, иди сюда. Кильмя, все верно. Хорошо, уходи. Кит. Да, вот у вас уже подсказка есть, мы пририсовали уже. Китмя. Да.
Gitme, әйе, не уходи, да? Gitme, бәғрем, не уходи, родной, можно, да, сказать? Так, входи. Кір, кірме, әйе, дұрыс. Ну, там, кірігіз деп айтылар бит әлі. Входите, кірмәгіз, не входите, кірмә, не входи, значит, да? Хорошо, пой. Пой. Вот обычно мне так друзья говорят, только в отрицательной форме. Не пой, потому что я совершенно петь не умею. Жырлама, әйе, миңа дусларым гөрші айталар. Диләрә жырлама әле. Так, ярар, слушай. Тыңлама, әйе, тыңла, тыңлама. Хорошо, дұрыс. И смейся. Как будет смейся? Смейся, не смейся. Кельмә, әйе, дұрыс. Кельмә. Кель, это значит, ну, с такой да, получается, не, ну, татарская. Я вам сейчас ее, вдруг кто не знает, но это так для общей информации, вот с такой буковкой Кельмә. Кельмә. Татарское Хорошо, молодцы. Все справились, это было очень просто для вас. Вы уже сейчас джедаи в татарском языке. Яхшы итеп. Бу биремне башкардыгыз. Альбина да дөрес язды. Дөрес, молодцы. Мин сезнең белән бик канәгать. Я вами очень довольна. Хорошо, дальше поехали. Так. Кельмә, да. Кельмә. Да, все верно, Альбина. Так, вот, проверяем, да? Ешь, аша, ашама. Пей, эшме. Иди, барма. Подойди, иди сюда, кильме. Уходи, китме. Входи, кирме. Пой, жырлама. Слушай, тыңлама. Смейся, кильме. Все понятно, да? Так, вопросов не возникло. Но я так промониторила, посмотрела, кто как отвечает. У всех, в принципе, все правильно. И не было таких каких-то грубейших ошибок. Все, хорошо. Айда, Аллах табаки ты галайса. Так, теперь давайте поспрягайте по лицам. То есть, смотрите, помните же, да? Мин, в настоящем времени. Ну, то есть, как мы делали. Помните? Ашим только, яма? Да, аша. То есть, смотрите, я ем в настоящем времени. Как мы вот это проходили на прошлых уроках. Мин ашим, син аши, сан. Ашисың только, яма? Помним, да, то, что берется основа повелительная форма, но потом берется, оно ставится в третьем лице. Вспоминайте, если слово заканчивается на гласную, какие окончания добавляются? Яма? Ул аши, әйе, дұрыс. Ул аши. Как будет мы кушаем? Как будет мы кушаем? Без что делаем? Мы что делаем? Кушаем. Как будет мы кушаем? Мы едим. Если уж правильно говорить. Без ошибок. Хорошо. Так, алар ашилар. Сез аши. Как будет вы кушаете? Сез аши. Сез. Да, все верно. Так, хорошо. Все верно у всех, да? Вижу. Поняли, да? И сразу эзля тоже начинаете. Я пока просмотрю, кто как. Правильно. Да, Альбина, все верно, просто там немножечко перепутали, а так все правильно. То есть они кушают алар ашилар. Давайте сразу эзля ищут.
ищи. Мин эзлим. Mesela мин сине эзлим. Я тебя ищу. Понятно, да? Мин сине эзлим. Если так, интересно, кстати, момент такой, смотрите, эзлим, да, ведь получается, слово эс обозначает след. И вот эзлим – ищу. Интересно, да? Не сине эзлим, то есть эзлим, ищу следы, например. Понятно, да? Так, мин эзлим, син эзли, сен. Ага. Ул эзли, он, она ищет, да, получается? Мы ищем. Как будет мы ищем? Без эзли, без. Айе, дырыс yazgansız. Правильно писали. Сез эзли. Ул эзли, да, правильно, Альбина. Угу. Мы ищем. Все верно, Ильяс правильно писал, Альбина, все правильно, Регина тоже правильно писал. Сез эзлисез, угу. Вы ищете, тоже верно, дұрыс yazdınız. И алар эзлилер, да, они ищут. То есть их много, и они ищут. Понятно, да? Все. Вот, как раз-таки красненьким выделено окончание третьего лица, да? То есть берется основа повелительного наклонения. Бұйрық фиғілі ме, и шуңа үшінші затның қошымшалары ялғана, анан соңына енді зат қошымшалары. То есть сначала берет повелительная форма, третье лицо, потом окончание красненьким, и зелененький это уже по лицам. В общем. Мин ашим, син ашисың, ул аши, біз ашибыз, сіз ашисыз, алар ашилар. Мин эзлим, син эзлисің, ул эзли, біз эзлибіз, сіз эзлисіз, алар эзлилер. Так, глазами просмотрите экран, чтобы у вас была визуальная память, визуальное восприятие. Ясно? Алға таба кеттік. Так, теперь свои ушки навострили, құлақларыңызды тұрып айтып мені тыңлайсыз. Так, хәзіргі заман хикая фиғілінің юклық формасы. Отрицательная форма глагола в настоящем времени. Как вы уже знаете, спрягаемая основа глагола, то есть глагол с местоимением «у» в утвердительной форме образуется из утвердительной формы повелительного наклонения, корня глагола. Спрягаемая основа в отрицательной форме образуется из отрицательной формы повелительного наклонения по тому же правилу. То есть получается «тот», «тотма», «держи», «не держи», «он не держит». Так, понятно, да? В принципе, тут тоже ничего такого какого-то нового нет. Жерла, жерлама, жерла, мы. То есть, смотрите, пой, не поет. То есть, вот он сейчас не поет, понятно, да? А если было бы настоящее время, то это было ул тота, ул жерлы. Вот, эйтме, ул эйтми, ул эйтте. Так, эзле, эзлеме, ул эзлеми, ул эзли. Все понятно? Так, ребят, вам все понятно? Или, например, смотрите, просто, вот, допустим, если вы хотите сказать, мы не поем, например. То есть это будет, в принципе, выглядеть вот так вот. То есть тоже тут, смотрите, без, жерла, мы. Вот опять-таки, видите, основа идет, жерла, мы, без. Видите? Жерла, мы, без. Это вот отрицание. То есть мы не поем. Так, ребят, давайте-ка быстренько напишите, пожалуйста. Так. Давайте скажите, вы не скажете, получается. Как будет вы не скажете?
Эйт, скажи. Эйтмя не скажи. Ну, не говори, получается. А как будет вы не скажете? Вот вам задание на засыпку. Как вы поняли материал? Как будет вы не скажете? Вы не скажете. Сис, эйт. Да, понятно. Да, все верно. Сис, эйт, миссис. Хорошо. Так, хорошо. А теперь скажите, они не ищут. Они не ищут. Они не ищут. Они не ищут. Как будет? Они не ищут. Отрицание. Вот они не ищут свои носки. Так и ходят с одной парой. Как будет? Алар излямилер. Все верно. Ребят, вы уловили, да? Смысл? Да. Ой, какие вы молодцы. Видите, ничего сложного нет. Ауырлыклар юк. Так, хорошо. Алға таба кеттік. Қазіргі заман хикая фиғілінің юқлық формасы, отрицательная форма глагола в настоящем времени. Нет, все верно, просто там у вас излямилер. Да, в конце просто а так должно быть Угу. Так, обратите внимание, что отрицательная форма повелительного наклонения всегда оканчивается на то есть на гласную. Поэтому отрицательная спрягаемая основа всегда образуется по второму типу, то есть всегда заканчивается на и. Отрицательная форма спрягаемая основа равно утвердительной форме повелительного наклонения плюс мы-ми. Именно к мы-ми добавляется при спряжении личное окончание. Вот только что, которое мы с вами носки, носки было, шай было. Но если вот, например, шерстяные носки, то жын носки или ыйықбаш. Ну так носки. Носкиңны сал, носкиңны изле. Вот, так же и переводится. У него нет перевода. Если честно, татарский язык, он не такой богатый, как русский язык на какие-то синонимы, например, на антонимы, на какие-то переводы, да. А у нас из-за того, что язык постоянно, ну, народ татар постоянно они кочевали туда-сюда, да, и поэтому они вбирали в себя именно слова с других языков. Поэтому у нас мало что, как бы сказать, переводится, если на то пошло. Вот. Но сейчас стараются, конечно, новые слова какие-то ввести, переводы, но эти же уже устоявшиеся. Вот, хорошо, дальше поехали. Этим все понятно, да? Угу. Так, Хайзерга заман хикая филин юклук формуса. Мы продолжаем изучение. Спряжение глагола в отрицательной форме в настоящем времени по лицам. Вот, то, что я вам уже объяснила, да? Я вам специально до правила даю практику, чтобы уже вы к правилу пришли осознанно. То есть у вас голова начала работать в этом направлении, и так вы легче воспринимали информацию. Поэтому я делаю так всегда. Вы не удивляйтесь. Mesela мин тот мин, я не держу. Видите, идет сначала повелительная форма, потом идет отрицательная, вот это фиолетовеньким, да, лиловеньким, и в конце голубеньким цветом это как раз-таки окончание, которое, ну, лица получается, спряжение по лицам. Син тот мы сон, ты не держишь. Ол тот мы, он, она не держит. Без тот мы без, мы не держим. Сес тот мы сес, вы не держите, алар тот мылар, они не держат. Вот этот порядок, он не меняется, понятно, да? То есть идет одно за другим. Сначала идет повелительная форма глагола, потом идет вот это отрицание, а потом уже идет личное окончание глагола. Ребят, вам все это понятно? Аңлашыла ма? Сұраулар барлыққа келмей ме? Сізге барысы да аңлашыла ма? Мына бұл тема бойынша.
Миңа обратная связь кирәк, балалар. Так. И вот, например, второй вариант тоже вам показываю. Так, то есть это было именно с твердым словом, имеется в виду, с твердой гласной, да, сейчас идет уже с мягкими гласными. Мин эзлямим, я не ищу, син эзлямисим, ты не ищешь, ул эзлями, он, она не ищет, без эзлями, без, мы не ищем, сез эзлями, сез, вы не ищете, алар эзлямилер, они не ищут. Угу, хорошо. Я очень рада вам, что вам все понятно. Алга табакитек. Так, и про ударение. В принципе, в татарском языке ударение, оно не такое трудоемкое и не такое проблемное, как в русском языке. У нас всегда, в принципе, на последний слог падает. А ударение всегда ставится перед отрицательным аффиксом. Но в некоторых случаях вот идет как бы такое слово исключение. То есть отрицательный аффикс не пропускает ударение. Твердо запомните это правило. Оно действует почти во всех случаях употребления отрицательного аффикса. Например, бармибас. Понятно, да? Эзлямибес. Вот. А во всех остальных словах в татарском языке всегда на последний слог. Это легко запомнить. Хорошо. Алга табаки сам. Так. Если я очень быстро тараторю, вы меня немножко притормаживаете. Я мин бикти силесем, меня зрак не туктатығыз, еме? Тормозға басыңыз. В мягких словах не смешивайте отрицательный аффикс ми с отрицательным аффиксом мя. Например, эзлеме не ищи, эзлями не ищет, кытмя не жди, кытми не ждет. Вот, то есть, смотрите, вы не путайте вот эти, получается, ладно? То есть мя, ми, они, ну, значение у них разное, понятно, да? Хорошо. Вот это нельзя путать. Так, Алла табакитек. Теперь проспрягайте, пожалуйста. Я не понимаю, я не кладу. Ну, просто получается, ну, переведите просто вот это пока. Потом я еще вам другое задание задам. Просто переведите, как будет на татарском языке. Я не понимаю. И я не кладу. Так будет, я не понимаю. Мин аңламым. Әйе, хорошо. Так, и сразу попутно вас хочу спросить. Как будет, да, мин куймым. Угу. Мин куймым, я не кладу, да? Но, смотрите, я не кладу сахар, если, допустим, в чай, да, то будет мин салмым, да? Угу. Хорошо. А как будет, вот ты не понимаешь? Да, отрицание, Альбина. Повнимательнее, хорошо? Ихтибарларак булыгыз. Так, а как будет ты не понимаешь? Ты не понимаешь серьезность происходящего, да? Син аңла. Как будет? Син аңла, мы сам. Аңла, мы сам. Только и краткую забыли. И в конце буковка Н с хвостиком. Яма ың. Син аңламыйсың. Бу ситуацияның ауырлығын син аңламыйсың. Ты не понимаешь всю серьезность этой ситуации, да? Так, немножко так лирично у нас, да? Син аңламыйсың. Әйе, хорошо, здорово. Так, ладно. А как будет он или она не понимает? Он, она не понимает. Он, она не понимает.
Да, Альбина правильно писала. Аңламайсың. Говорит, он не понимает или она не понимает. Аңламый. Хорошо. Так, теперь смотрите. А теперь другое. Они не кладут. Они не кладут. Чтобы у вас не было только остаться с одним словом, поэтому я спрашиваю сразу второе слово. Они не кладут. Как будет они не кладут? Ул аңламый. Альбина, вы понимаете же принцип? У вас просто ошибка при написании. Не пугайтесь и не опускайте руки, пожалуйста, ладно? Это просто, это нормально. У вас же подход-то правильный, вы понимаете же, что к чему. Так что давайте не переживайте, Эмма. Алар куймыйлар. Да, все верно. Ребят, поняли? Я считаю, уже не нужно другие тоже объяснять вот это спряжение. Вы уже это вообще на ходу уловили, и это здорово. Да. Мы просто сейчас глазами пробежимся, посмотрим. Да, мин аңламыйм, син аңламыйсың, ул аңламый, біз аңламыйбыз, сіз аңламыйсыз, алар аңламыйлар. Почему-то мне хочется так вот динамичнее это говорить, это слово, с драмой какой-то, да? Мин салмы. Вот, я же говорила то, что можно класть сал или хуй. Ну, это в зависимости от ситуации. Тут же не указано точно, что вы, ну, что тут имеется в виду. Поэтому вы тоже правильно написали. То, что хуй. Понятно, да? Класть же можно и сахар, можно и класть какую-то вещь. Понятно, да? То есть вы правильно писали, не пугайтесь. Так, вот мин салмы, син салмыйсың, ул салмый, біз салмыйбыз, сіз салмыйсыз, алар салмыйлар. Понятно, да? Хорошо. Алға таба кеттік. Теперь мы прочитаем вслух. Вы возле своих компьютеров, я возле своего. Повторяйте за мной, пожалуйста, как будет правильно произношение. Курак, куракма, ул куракмы. Так, кто знает, как будет это перевод? Как будет перевод? Курак, куракма, ул куракмы. Просто напишите первое слово, как будет перевод. Курак. Веселее, да, бояться, все верно. Бойся, да, по-другому, курак. А куракма, не бойся, ул куракмы. Ул куракмы, это значит, он не боится. Понятно, да? Все верно, верно, верно. Курак, нет, именно курак это повелительная форма, то, что бойся. Ты приказываешь человеку, повелеваешь то, чтобы он боялся. Бойся. Угу. Бойся, курак. Так, жерла, жерлама, без жерламый без. Тоже давайте быстренько переведем. Быстренько переведем. Второе. Жерла, жерлама, без жерламый без. Пой, мы не поем. Да, все верно. Пой, мы не поем. Да, все верно. Так, теперь ышан. Ышан. Mesela ышан миңа. Как мы переведем? Ышан миңа. Да, верь. Верь. Я не верю. Мин ышанмый. Да, например, верь мне. Ышан миңа. Ышан миңа. Мин ышанмыйм сиңа. Я не верю тебе. Понятно, да? Так, югалт.
Югалт теперь. Работаем активнее, 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 активнее. Айдагыз. Югалт. Как будет югалт? Югалт. Да. Теряй, да? Теряй. Син югалтмыйсың. Ты не потеряешь. Угу. Хорошо. Нет, ты просто югалтмыйсың. Если было бы просто югалмыйсың, смотрите. Югалтмыйсың. Сейчас. Югалмыйсың. Так, то это вот, например, ты не потеряешься, а именно югалтмыйсың. Немножко другое значение, хорошо? Югалмыйсың, ты не потеряешься. Югалтмыйсың, ты не потеряешь что-то. Понятно различие? Хорошо. Так, Оша. Давайте пишем. Так. Оша. Как будет Оша? Не-не-не-не-нет. Вот вы как раз путаетесь, Марат. Аша – это ешь. А тут Оша с буковкой О. Білмейсің? Ша – это, знаете, у меня ши, меня бу кино, ши подсказка. Тоже не знаете? Mesela, меня бу кино ши. Меня бу yok. Да, Ильяс, здорово. Смотри. Меня бу егета ши. Меня бу аша ши. Да. То есть понравься по-другому. Понравься. Шами на шамы. Я не нравлюсь, например. Понятно, да? Да, да. Так, yes. Yes. Что делай? Yes. Как будет yes? Плыви, плавай, плыви. Угу. Без yes ми без. Мы не плаваем. Угу. Альбина, пиши это яс. Вот через одно слово будет, ясно? А yes это плавай. Угу. Греби, плавай. То есть несколько значений. Греби там, ну, на лодке, например, греби, да? Yes, diyor. Да. Да, да, да. Кыт. Есть еще программа такая на Первом канале, очень такая знаменитая, уже идет сколько-то лет. Ведущим еще был Игорь Кваша. Помните? Мария Шукшуна, да, жди меня. Да, 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 жди меня. Так, кыт меня. Жди, вы не ждете, да. Кыт, сис, кыт, миссис, вы не ждете, хорошо. Ничего страшного, Альбина. Жди, вы не ждете. Кэт, да, подожди, жди. Одно и то же значение. Вы не ждете. Все, верно, хорошо. Теперь яс. Не весна только это, ладно? А именно мы тут глаголы изучаем. Яс. Пиши, они не пишут, да. Алар язмыйлар. Да.
Апа, алар yazmıyorlar. Учительница. Они не пишут, например, да? Да. Сал. Как будет сал. Сал. Тут тоже два значения у него есть, и оба значит положи, да. А можно еще, ребят, другой сал. Это значит снимай. Да, можно сними, можно клади. То есть оба варианта будут правильны. Это многозначные, да, получается? Это как амонимы. Сал, например, киіміңні сал, сними одежду, например, или башлығыңны сал, сними шапку, допустим, да, или, например, шәйге шекер сал, положи чай, сахар, например. Понятно, да? Или клади, ашарға сал, клади кушать, например, да, еду, допустим. Да, можно, Альбин, это правильно, да, и либо сними, либо вот положи. В двух значениях употребляется. Мы не кладем, мы не снимаем, например, да? Понятно, да? В зависимости от ситуации. Что вы хотите сказать, такой перевод будет. Так, Ярар, бетер. Как будет бетер? Да. Тоже бетер, это значит закончи. Бетер еще можно стери. Убери. Стери можно. Понятно, да? Например, стеркой стери. Вот бетергеч блям бетер. Да, можно заканчивать, можно стереть. То есть, опять-таки, в зависимости от ситуации. Угу. Видите, в татарском языке очень много слов, которые обозначают несколько значений. В принципе, запомните их, да, и вам уже легко будет. В принципе, уже вы будете знать много слов. Хотя, по сути, знаете, например, одно, но оно обозначает несколько значений. Так, зле. Ищи, он не ищет, да, хорошо. Да. Эй, эдерес. Шакр. Как будет? Шакр. Есть еще у Рената Рахматуллина очень известная песня такая. Шакыргына мине, шам зор юлларга. Знаете уж, наверное, да, слышали эту песню? Она как прям вирусная была. Угу. Шакыр мине. Мин шакырмын. Зови, я не позову. Угу. Да, мин шакырмын, мин... То есть я не зову, я не позову. Понятно, да? Тот, держи, ты не держишь. Хорошо, здорово. Ярар, булдырдығыз, молодцы. Мен сіздің белән қанағат, я вами довольна. Так, хорошо. Это понятно, да? Теперь послушайте еще немножко информации. Мы ми аффиксом, мы срок секшалер белән чагыштыру. То есть мы сейчас попробуем с вами сравнить вот эти аффиксы мы, ми отрицательные и вопросительные частицы между собой. Вот мы их сравним, получается. Так, не смешивайте отрицательный аффикс мы, ми с вопросительной частицей мы. Обратите внимание, что отрицательный аффикс мы, ми ставится перед личным окончанием глагола. То есть это вам уж такой маячочек получается, да, звоночник. Да. Да, Гульнара, поняла. Я же говорю, что я не умею петь. Но я люблю петь. Так. Обратите внимание, что... да, ой, в смысле, сбилась немножечко. Так, мин бармен, то есть получается мин кит мин. То есть идет сначала у нас личное окончание получается. Получается повелительная форма. Потом вот идет вот это мы, ми, отрицательный аффикс, а потом только идет личное окончание глагола. А вопросительная частица ММ после личного окончания в самом конце последнего предложения слова, любой части речи. То есть мин борамма, мин китемме, понимаете, да? То есть вот это отрицательный аффикс, он идет до личного окончания, а вопросительный после. Уши жалко ваши.
Я всегда мечтала на сцене петь, но мне это не дано. Так, теперь понятно, в чем разница вот этих похожих частиц и аффиксов. Возможно, также и отрицательно-вопросительная форма. Да, син и да, этот мы сама, ты в доме собаку не держишь? Кстати, вот у татаров есть такая, как бы сказать, особенность. Рахмет, Марат. Sizden икилете очень приятно слышать, потому что вы, насколько я знаю, вы сами тоже поете, да? Когда профессионал оценивает, это уже дорого стоит. Хараз, вот смотрите, у татаров есть такая особенность, например, допустим, если вы спрашиваете «Син чай эшмисың?» значит, ты не очень хочешь, чтобы этот человек чай пил с тобой, но ты уж просто из-за вежливости к нему, ну, ему предлагаешь. «Син чай эшмисың?» Ну, типа, ты же не будешь чай пить? Понимаете, да? Ну, если вы действительно хотите, чтобы этот человек попил с вами чай, то уже говорят они «Син чай эшмисың?» Понятно, да? Вот, например, смотрите, я вам сейчас напишу. Син, допустим, вот, ну, бывает, что просто надо из-за вежливости предложить, да, но ты особо не хочешь. Сейчас напишу. Эчми Вот. То есть, ну, ты же чай не будешь пить, да? Кунака. Так. Вот. Вот, например, да. Кунака кельмисизма, ну, вы вроде бы и приглашаете этого человека, но в то же время даете знать, ну, ему даете знать то, что, ну, вы не очень с особым трепетом ждете их в гости, да. А если вот действительно хотите там, вот, например, именно чай, чтобы попили, так, то будет вот так. Вот, видите различие? То есть мы просто убрали вот эту отрицательную штучку и оставили только вопросительное. Или кунака, киля, Поняли, в чем прикол? Кунака килесиме. Кунака кильмисиме или кильмисизме. Ну, если, например, кому-то на ты, на вы обращаешься, понятно, да? Ну, киль, ми, сиз, килесизме. Вот, килесизме, кильмисизме. Понятно, да? А просто я когда помоложе была, и мне как-то это все дядя мой объяснил. Я помню, они к нам в гости пришли, я у них спросила: «Встречаешь миссис?» Но я не знала, как-то не задумывалась про это. И вот он мне тогда так тактично все объяснил. Вот. И после или ителит. Не поняла, Гульнара. Вот, то есть он мне тактично объяснил, и после этого я таких ошибок не делаю. Вот. Понятно, да? Все хорошо. Алга табакитек. Это вам понятно, да? Ну, это такая вот, ну, небольшая информация на обдумывание. Так, теперь попробуем, смотрите, как сделать. Давайте я вам буду вслух это говорить, чтобы много времени не занимать. Вы просто... Да, ну, можно, да, так сказать. Давайте так, чтобы много времени не занимать, вы просто за мной повторяйте. В принципе, вы уже эти перевод знаете. Мы просто сейчас все повторяем, хорошо? Например, сестумысызма. Ой, тунгасызма, извините. Это получается, смотрите,
тумыйсыз. То есть вы не мерзнете. Просто тумыйсыз. Например, если вы хотите спросить, сіз туңасыз ма? Вы мерзнете? Понятно, да? А вот именно сіз туңмыйсыз ма? Это значит, вы не мерзнете? Понятно, да? Так, например, без салмыбыз мы не кладем или мы не снимем, получается, да? Это вот отрицание, все. Так, без салабызмы, ну тут можно как бы в 3 уже значениях понять, да? То есть, смотрите, без салабызмы это мы будем выпивать. Салабызмы это вопрос уже или предложение, кто как понимает, да? Мы кладем без салабызмы или же, например, мы снимаем. Понятно, да? Но это немножко такое просторечие получается. Без салмыбызмы это уже получается мы не выпиваем, мы не снимаем или мы не кладем, то есть это уже вопросительное. Ребят, пока вам все понятно? Напишите, пожалуйста, все ли вам сейчас понятно с этими частицами и с этими аффиксами. Ул куракмый. То есть, смотрите, он не боится. Все, вот отрицание, да, он не боится в настоящем времени. То есть он не боится. Ул эттен куракмый, مثلا, да? Так, а вот, например, ул куркамы, он боится собаки, например. Ул эттен куркамы. То есть вы спрашиваете, там уже вот констатация факта, то, что ул эттен куракмы, то есть он точно не боится собаки. Вот вы знаете, понятно, да? А тут вы спрашиваете, то есть у вас сомнения какие-то, вопрос. Улыттан куркама, он боится собаки? Или там, уже вот, например, здесь ул курыкмыма. Он не боится собаки. То есть понятно, да, в чем разница? Так, опять-таки, без кетмибес мы не ждем. Без кетабесме мы ждем, вопрос получается. Без кетмибесме, а мы не подождем? То есть вы не хотите ждать, но вы как бы так чисто для вежливости говорите, а мы не подождем случайно. Алар ошамылар, то есть они не нравятся. Алар ошиларма, они нравятся? Вопрос, да? Алар ошамыларма, они вам не нравятся? Видите, чувствуете разницу, уже меняется. Вроде бы похожие слова вот эти, да, можно запутаться, но смысл меняется. Мин не ламы. Я не плачу. Все. Это четко, то есть вы прям заявляете, я не плачу. Мин елымма? Разве я плачу? То есть вопрос, да? Мин еламымма? Разве я не плачу? Разве ты не видишь, как я не плачу? Понятно, да? Син эзлямисе, ты не ищешь. Вот все, четко, точка, да? Син эзлисыңмы, ты вообще ищешь? Ты будешь сегодня искать? Син бугын эзлисыңмы? Понятно, да? То есть вопрос. Син эзлямисыңмы, ты не ищешь? Сіз жырламисыз, вы не поете. То есть бүгінгі концертта сіз жырламыз. На этом сегодняшнем концерте вы не поете. Все. Понятно, да? Диляра, сіз бүгін жырламысыз. Диляра, вы сегодня не поете, да? Сіз жырламысыз ма? Вы не поете, получается? Понятно, да? Ой, то есть, извините, сіз жырлысыз ма? Вы поете, спрашиваете, да? Вопрос получается. Сіз жырламысыз ма? Вы не поете? Мин холмин, я не останусь. Все, четко. Мин каламма, я останусь. Мин холминма, я не останусь. Вопрос, да, получается. Сіз тытмысыз. Mesela сіз ураза тытмысыз. Вы не держите уразу, например, четко, да? Сіз тытасыз мы? Вы держите уразу. Сіз ураза тытасыз мы? Сіз тытмысыз ма? То есть сіз ураза тытмысыз ма? Вы не держите уразу? Вопрос, да? Мин югалтмын, я не потеряю. То есть, например, что-то там вам доверили, вы говорите мин югалтмын, миңа шана аласыз, вы можете мне верить, допустим. Мин югалтаммы,
Я разве потеряю? Ты что ли мне не доверяешь, например, да? Так, мим югалтмима, там, я не потеряю. Понятно, да? Син кельмисе. Ты не смеешься. Син клясима. Ты смеешься. Син кельмисима. Ты не смеешься. Сіз езмисіз, вы не плаваете, вы не плывете, да? Сіз езесізме, вы плывете? Сіз езмисізме, вы не плывете? Вопрос, да, получается? Понятно вам? Вам все понятно? То, что я только что вам старалась донести? Напишите, пожалуйста, смайлики, плюсики, минусики и так далее. Так, Алла табакитек. Новые слова. Яңа сүзлер. Бір кайшанда, никогда. Мен бір кайшанда, например, тәмәке тартмыйм. Я никогда не буду курить сигареты, например, да? Ага. Альбина, еще раз прослушайте просто, и вам все станет. Да, практика нужна, безусловно. Практика кирәк, әлбәттә. Так, бір кайшанда, это значит никогда. И вот всегда вот эта частичка «да» напишется раздельно. Хорошо? Ботак, ветка. Например, агач ботагы. Ветка дерева. Понятно, да? Елга, река. Зинхар, пожалуйста. Зинхар, я уже вам говорила, мы уже это слово встречали. Зинхар. Зинхарычин, пожалуйста, да? Зенгер, голубой, синий, тоже вам это уже слово знакомо. Инглис, английский, инглище, по-английски. Инде, уже, уж. Например, вакыт үтте инде, время уже прошло. Миңа инде кирәкми, мәсәлән. Мне уж это не нужно. Понятно, да? Так, кирәкми, кирәк түгел, это не нужно. Понятно, да? То есть вы можете сказать кирәкми с отрицательной частицей, да? И кирәк түгел. Вот это түгел, отрицательное слово, да? Обратите внимание на отрицательную частицу ми, как после глагола. Кинеш, совет. Например, кинеш берем, даю совет. Кинеш бере, советует. Пьяла – это стекло, и можно вот эти пьяла, ну, узбекские чашки такие же есть, которые глубокие, как мисочки получаются. Так, солкын – холодный, холод, либо мороз. То есть это и как существительное, и как прилагательное можно употребить. Салямет – здоровье, здоровые, 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 здоровые. Понятно, да? Так, Олга табактык. И еще, тагын, еще раз, еще больше, опять. Син тагын килдеңме? Ты опять пришел? Ул тагын кабатлады. То есть он еще и еще раз повторил. Усал, злой, злая, злой, там, злые и так далее. Ун, правый, унга, направо. Видите, вот это га, окончание. Направительный падеж. Мы это все проходили. Унда справа находится, например, да? То есть это тоже падеж мы с вами проходили. Уннан справа идет, смотрит, например. Он идет справа, допустим. Он смотрит справа. Иди посмотри справа, допустим. Элек сначала, в начале. Так, ёбок, худой. Ярар, это ладно. И еще можно ярар тоже, вот, например, сойдет. Ярарели, типа сойдет еще. Понятно, да? И әлбәттә – это конечно. То есть другого варианта нет. Әлбәттә. Например, сіз татар тілін үйренешексізме? Әлбәттә. Мәсәлән, да? Хорошо. Дальше. У нас есть такие частицы. Гына, генә, кына, не. Гына, генә, кына, кенә – это все обозначает только. Опять-таки, в чем различие? Если слово ставится после соответствующего слова, причем форма мягкая или твердая, глухая или звонкая,
У нас в татарском языке частенько это встречается, вот это вот твердое, мягкое, глухое, звонко. Зависит от впереди стоящего слова. Получает ударение. Масалян, только он. Ул, гна. Л у нас вот получается в слове ул. Л у нас твердый, поэтому будет окончание, вот эта частица гна. И твердый, потому что ул, это у нас твердое гласное. Только вчера. Кише, гне. Видите? И опять-таки гласный, поэтому опять на г заканчивается. А так как слово кише это у нас мягкое, поэтому будет гне. Только друг. Дускна. Он меня дускна. То есть он не только друг. Френдзона, короче, да? А с у нас глухая, поэтому будет окончание, вот это слово, частица, да, начинаться на буковку к. Только школа. Мектеп кне. Но словосочетание озгна и эзгне немножко чуть-чуть ударение на частицы гна не падает. Понятно, да? Ребят, понятно вот эти слова, частицы? Давайте сейчас попрактикуемся. Вот, например, скажите, пожалуйста, как будет... Ну, давайте я быстренько вам переведу эти слова, и вы сразу попробуйте сказать, как будет только огонь. Ут. Как будет только огонь. Я вижу только огонь, например. Ми, ут, курем. Уткана, да, потому что Т у нас глухая, и У у нас твердая гласная, поэтому будет так, частица уткана. Регина, уткана. Угу. Кна. Потому что Т глухая, У твердая, поэтому будет кна. Так, дальше. Кна, уткана. Ае. Так, кагаз. Бумага. То есть только бумага. Как будет? Только бумага. У меня есть только бумага, например. Ну, бумага, это еще значение бумага и бумажный. Угу. Только бумажный, например, можно сказать. Карес, гене. Да, все верно, хорошо. Так, бергене. Ой, я вам уже сказала. Только один, например. Угу. Только один. Как будет только один? Бергене. Вот, например, только на 1 минуту. Бергене минутка, مثلا, да? Или, например, только один раз. Бергене тапкыр. Понятно, да, когда это употребляется? Бергене мизгель. Только одно мгновение, например. Понятно, да? Мизгель. Мгновение. Например, бергене телек. Только одно желание. Понятно, да, что вот это именно гне? Только. Так. Сагат. Теперь сагат. Сагат гне. То есть у меня есть только часы. Минде сагат гне бар, مثلا. Вы можете даже сказать, например, только 1 час. Бер гне сагат. Бер сагат гне, например. Да, это будет правильно. Так, сыр. Кто такой сыр? Точнее, да, в татарском языке это будет нерсе. Сыр. Му. Корова. Например, только корова. Как будет только корова. Сыр гына, Безде сыр гына бар. У нас есть только корова, например, да? Мы держим только с корову. Без сыр гына татабыз. Аңладыңыз ма? Например, если хотите сказать, например, у нас только одна корова. Безде бер генә сыер. Или, например, безде бер сыер гына бар. У нас есть только одна корова, например. Так, чиләк. Чиләк кенә, Бер чиләк сөт кенә, например, да? То есть, например, одно ведро молока, только одно ведро молока, например. Угу. Эй.
Игне, только ема. И краткое это у нас звонкое, согласное. Угу. Щеляк это ведро. Да, все верно, здорово. И краткое у нас твердое, поэтому г будет ема. Игне. Хат кна. Да, что такое хат? Ну-ка вспомнили, что такое хат. Нәрсе хат. Эй, это дом, понятно, да? Только дом. Эйгене. Да. Хат кна. Письмо, да, все верно. Например, только письмо. Только письмо. Например, кашык кына. Это значит только ложка. Угу. Хорошо, все верно, молодцы. Так, все, правильно написали. Хорошо. Теперь глазами промониторьте. И сейчас, смотрите, прочитайте текст, переведите на русский язык. Мене яз келіп жетті, табиғат уяна, құяш жылыта башлый, күннәр ызыная, кышлар жылы яклардан кайта башлады. Ребята, мы файлик скинем это нам будет вам перевести. Ой, это будет домашнее задание. Так, хорошо. Сейчас я перейду в такой режим. Чтобы вы меня видели. Показать экран. Так, хорошо. Домашним заданием вам все понятно? Вот этот текст, который я вам в конце показала, надо будет перевести. Хорошо? И на следующий урок я вам буду задавать вопросы по этому тексту. У меня ол текст бойынша мен сізге сұраулар берешекпін. Не ма? Так. Барыңызға да бик зор рахмет, тағы бір қат. Менің білән бұл кешні уздырған үшін, то, что вы провели со мной этот вечер. Надеюсь, вам было все понятно. Барыңызға да аңлашылды деп ойлаймын. Сұрауларыңыз болса, меңа мөрәжәғәт ете аласыз. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете мне их задать, и вы знаете, что вы получите на них ответ. Вот. Тағы бір қат барыңызға да бик көп рәхмәтләремне білдіресім келе. Тағы бір қат сізні бәйрәмләр белән котлыйсым келе. Еще раз хочу поздравить вас с праздником, и с майскими праздниками, и с священным праздником, точнее, с наступлением священного месяца Рамадан у всех мусульман. Һәм сезгә имин, яхшы кичләр телим и хорошей наступающей трудовой недели. До новых встреч. Келесі очрашуны таңшылайық обговорим в группе, когда удобно чего будет. Ярыймы? Бик зор рәхмәт. Сау булыгыз.